Я приветствую от имени Конфедерации Горских народов Кавказа всех участников круглого стола. Вчера и сегодня здесь обсуждали вопросы по созданию консультативного совета или Конфедерации Кавказских государств. Я хочу выразить мнение парламента Конфедерации Горских народов Кавказа по создаваемому консультативному совету. В основе идеи Конфедерации Горских народов Кавказа заложено от Конфедерации Горских народов Кавказа Конфедерации Кавказских государств. Это не противоречит нашей идее, мы поддерживаем эту идею, но на сегодняшний день я бы считал, что было бы разумно, если бы мы подошли к этому вопросу следующим образом. Конфедерация народов Кавказа или же Конфедерация народов и государств Кавказа, где Конфедерация Горских народов Кавказа будет ассоциированным членом консультативного совета, если таковое состоится, ее будут представлять руководители Азербайджана, Грузии, Чеченской республики, и туда же ассоциированным членом войдут президент Конфедерации Горских народов Кавказа и председатель парламента Конфедерации Горских народов Кавказа, которые будут представлять интересы народов, которые не имеют своих национальных государств и национально-территориальных образований. Более этого, сегодня вопрос ставит в таком плане, как Конфедерация Кавказских республик преждевременно, потому что в большинстве народов Кавказа управляют рабы. То есть наши руководители Северо-Кавказской республики позавчера продемонстрировали свою преданность имперским силам. Они предали интересы народов Северного Кавказа, предательски отнеслись к событиям, которые происходят в Абхазии, предали своих сыновей, которые сегодня по зову своего сердца защищают абхазский народ, на котором производится геноцид со стороны будущего нации. Поэтому начало, которое сегодня здесь докладывается, мы, представители Конфедерации Горских народов Кавказа, поддерживаем, ибо, как было сказано, у нас вначале была идея от Конфедерации народов, Конфедерации государств. Во второй половине сентября месяца мы планируем провести очередной съезд Горских народов Кавказа, поскольку изменилась политическая ситуация в связи с переговорами в Москве и предательским отношением руководителей Северо-Кавказской республики. И мы приглашаем представителей Кавказских государств делегировать своих представителей на очередной съезд Горцев Кавказа. Предоставили им необходимые полномочия. В данном случае мы можем принять документ, согласно которого мы могли бы, чтобы не было обидно представителям других народов Кавказа, переименовать Конфедерацию Горских народов Кавказа в Конфедерацию народов Кавказа. И следующее я хотел бы заметить, чтобы представители, которые имеют свои государства, в том числе и независимые государства, не соблазнялись тем, что они сегодня имеют. Я хочу привести пример. В 1991 году, когда проводился референдум в марте месяце, когда нависла угроза агрессии против абхазского народа, если они попытаются участвовать в референдуме, я в составе делегации поехал в Тбилиси.
И на переговорах с представителями Верховного Совета Грузии бывший председатель Верховного Совета Асатрян мне сказал: мы имеем независимое государство, а что имеете вы? Конечно, это меня глубоко оскорбило. Я ему сказал: не соблазняйтесь, господин Асатрян, сегодня вы имеете то, что можете завтра не иметь. И сегодня он имеет то, что я ему тогда говорил. Поэтому, пока Россия как империя будет давлять над нами дамокловым мечом, мы не должны соблазняться тем, что мы сегодня имеем. Только объединенными силами, только вместе, плечом к плечу, мы можем освободиться от империи. Империя в любой форме, малая или большая империя, она приносит народам зло. И сегодня яркий тому пример Шеварднадзе Ельцин, преступный сговор Должемысских переговоров, после которого они принесли на Кавказ Вторую Кавказскую войну, начало которого уже закладывается. Поэтому для того, чтобы обеспечить безопасность кавказских государств, обеспечить их стремление к своей свободе и независимости, мы должны создать объединенные вооруженные силы для защиты своей свободы и независимости. Только тогда, когда мы будем способны защитить себя, свою свободу и независимость, только тогда с нами будут считаться. Даже если слова исходят от тиранов, если они мудрые, их можно использовать. Ленин в свое время говорил, что всякая революция лишь тогда чего-то стоит, если она умеет защищаться. Любой народ тогда лишь чего-то стоит, если он умеет защищаться. А для того, чтобы народ смог защититься, у него должны быть свои силы обороны. Если мы сегодня здесь придем к тому, что мы должны образовать такие силы, объединенные вооруженные силы, и мы будем их противопоставлять не кому-либо, а исключительно на защиту своего стремления на свободу и независимость, то тогда мы придем к тому, к чему мы шли. И еще здесь присутствуют представители казачества сопредельных с нами республик. Я хотел бы обратиться к ним. Мы уже неоднократно выходили с ними на контакт. У нас очень много общего, общие границы, общее взаимопонимание во многих вопросах. Мы ничего не имеем против русского народа. Мы даже любим русских, но мы ненавидим империализм. Мы любим грузин, но мы не любим империализм. Поэтому давайте протянем руку друг другу, не дадим, как в период царизма, столкнуть нас друг с другом, чтобы на нашей крови они укрепляли свои империи. Давайте свободным,